Салям Туслар. Сегодня решил в ТикТок выйти. Телефон оставили. Ну, в каком месте мы уж не поспоришь, да как бы. Так, всем ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Вот, решил выйти в ТикТок эфир. Что-нибудь поговорим о чем-нибудь. YouTube я не стал сегодня включать, потому что на днях был YouTube у меня. Больно, честно говоря. Что говорить пока я не знаю, но будем что-нибудь говорить, да, рассказывать что-нибудь, пообщаемся о чем-нибудь. Поэтому пока YouTube я не включил, потому что новости разные, но эти новости старые, новых новостей нету. Что происходит в мире, непонятно. Ну, что-нибудь пройдемся, почитаем где-нибудь что-нибудь. Вот. Просто этот телефон быстро садится, поэтому приходится с этими телефонами разбираться. Этого нету, розетки нету рядом. Тяжелый случай, так сказать. Чуть-чуть приболел. Шмыгаю, как говорится. В хате холодно, короче. Вот, хотел, YouTube делать, но не стал, потому что честно говоря, с интернетом не так уж, поэтому как бы пока не делаю каждый раз YouTube. Таких сверхъестественных каких-то новостей нету по Башкортостану или там Татарстану и так далее. Ну, сейчас посмотрим по группам в Телеграме, может, есть что-нибудь прилетело новое. Вот. Так. Сейчас я забыл закинуть эфир. Так, в телегу. Постоянно забываю, что я вышел, сказать надо. Так. Что за мне? Даже я название канала не помню. Ваш карта. Вот этот ТикТок. Так, на эфире. Интернет почему-то тянет только вот этот ТикТок. Поэтому YouTube я в следующий раз выйдем. Ну, что можно поговорить сегодня? Все, наверное, бухают по-страшному. Новый год башкорт-татарларда, так сказать, манкуртларда, потому что я это вижу по родственникам, как родственники у нас отмечают этот праздник, как обычно. У них как бы нет вот таких, так сказать, стопов тому, что там, все празднуют, и мы будем праздновать. Где там крестятся, для них тоже это праздник. А когда ислам, когда что-то мусульманское, никто, я никогда не видел, чтобы какие-то узкожопые могли отмечать что-то там мусульманское. И очень редко какие-то, если есть такие прям близкие друзья, могут там на чай прийти. А так полная ненависть там, так сказать, мусульманским каким-то праздникам и так далее. Поэтому как бы наши Башкортостан и Татарстан любят это делать, и как-то вот так вот. И самое интересное, вот здесь я увидел одну вещь, вот про это хотел поговорить. Батыр Талпар, 611 подписчиков, сделал такой интересный момент про Габбасова. То, что вчера Габбасова, если кто видел, смотрели, наверное, Габбасов делал эфир, новогодний такой эфир. Тоже Габбасова тоже я не могу понять, короче. То, говорит, мусульманин я, то непонятно. Прям как Хабировка клана. И тут хабировская тема. И вот он как бы выставляет сопоставляет двоих и пишет.
Хабиров с треском проиграл борьбу за внимание телезрителей. Пользователи Ютуба лайками и просмотрами проголосовали на таких вот суррогатных выборах. То, что сказал Руслан Габбасов, вызвало в 10 раз больше интереса, чем унылая ложь Манкурта ради Хабирова. Хотя официоз от губернатора провисел на Ютубе на 1 час больше. Вот реальная цена поддержки властной вертикали в Башкортостане. Хабиров ты политически ноль, с треском проиграл бы первые честные выборы. Но я считаю, что здесь сравнивать Габбасова с Хабировым, я вообще думаю, это ну как-то не в тему. Не в тему. Почему? Потому что Габбасов, это мы, как бы говорится, если брать в одно единое, это мы, которые хотим просто снести башкортостанские власти, московские власти, татарстанские власти. Вот мы такие люди. А сравнивать его как бы в виде Батыр Талпара с Хабировым, я думаю, вообще как бы неуместно. Ну, можно сравнить хоть с кем, блин, любых людей, и как бы от этого какой толк? Толка нету. Если вы слушали 2 часа, получается, Габбасова, Габбасов, так сказать, делал какие-то ответы на вопросы. Мне показалось как бы больно неинтересно. Почему? Потому что, ну, ответы на вопросы, это как бы мы делаем каждый раз постоянно. И как-то я ожидал, как-то итог будет какой-то интересный. Ну, что-то я этого не заметил. Кому как, я, конечно, но я вам еще раз повторяюсь, почему так происходит, если вы так подумаете, внутри взглянуть. Вот, допустим, я потом посмотрел после Габбасова Руслана Айсина с Кутаевым и с Тимуром кем-то, Тимур, ну, еще одним каким-то этим мужиком, короче, трое, короче, вели, и, получается, и Руслана. Ну, короче, кто выступает против Москвы, стараюсь всех как бы хоть чуть-чуть посмотреть. И вот я понимаю, что из этой демагогии общей, да, ведь я как в тот день высказывался на YouTube-канале, повториться могу здесь тоже, проблема в том, что мы не объединяемся. Каждый кричит со своего чайника, грубо говоря, блин, вот я здесь как бы в другой стране, они в другой стране, и мы начинаем вот это общение. А смысл от этого ничего не меняется. Не меняется. Я поэтому и говорю, если вы хотите остановить войну на Украине, это только уничтожение Москвы. Почему-то вот постоянно я это говорю, никто не слышит. Все говорят, что вот нужно как бы помогать Украине, помогать туда, помогать сюда. Ну, понятно, помогать это понятно, но если в Украине руки связаны, они не могут стрелять по Москве, смысл помогать-то я не могу понять вот этого. Поэтому я и говорю, чтобы каждый регион должен строить свое, как говорится, будущее, свое, не цепляться Украине. Сегодня есть, завтра нет, украинская война, понимаете? И это как бы, ну, звучит как-то по-идиотски, конечно, да, ведь все-таки 4 года уже мы вступили в фазу 4-го года, блин, так сказать, в феврале будет уже конкретно 4 года, да? Вот, если по годам считать, уже 4 года. Поэтому, исходя от этого, мы здесь тоже в Европе чалимся уже, грубо говоря, больше 3 лет. Это тоже, можно сказать, к 4 годам придет, как стартанет время мобилизации сентября, да ведь? Поэтому, исходя от этого, мы понимаем, что если мы в таком темпе за 4 года ни хрена ничего не сделали в Европе, то мы кто такие? Я в тот день только я ставил вердикт 30 числа, вроде эфир делал в YouTube канал, кому интересно, можете зайти. 4 часа я сидел там, с вами общался, ну, кто там был. Вот, до конца сидело вроде бы, до последнего сидело 22 там человека, последнее, то, что я помню, 22 человека сидело до конца. Ну, потому что я ночью это эфир делал, и кому-то утро, кому-то ночь, я не знаю. В Башкортостане, в Узбекистане 4 часа разницы. Поэтому как бы в Казахстане, может, 4 часа разница, я не знаю. Поэтому как бы где-то разница огромная. Как получается, я так и выхожу на эфир. Поэтому я считаю, что если мы в таком темпе будем 4 года еще сидеть здесь, сложа руки, я думаю, тут не только Украина войной там накроется, закроется, закончится, сменится, блин, путинососовский режим, и все исчезнет, и от этого у нас как бы ничего не меняется.
Поэтому я вот прям сходу хотел бы это назвать, вот эти наши минусовые проблемы, пока не начнем читать, что-нибудь там по новостям смотреть. В первую очередь, вот сейчас один человек написал мне, наконец-то ответил в ТикТоке. Ну, я чисто написал, ну, посмотрим, что он скажет. Жду ответа, имеется в виду провести эфиры. Проводить эфиры я вам предлагал, чтобы сообщить Руслану Габбасову, всем этим Русланам. Одни Русланы, короче, собрались тут, как три мушкетера, как говорится, да, ведь нету эффекта. Понимаете, эффект балаболства у нас есть. Эффект балаболства у нас, он, блядь, писец. Вон, я могу 4 часа сидеть. В прошлом году я вспоминал как раз эфир, оказывается, я вел 9 часов. Какой-то эфир я вел, блин, в декабре, вот в конец декабря, там, в начале 25-го года, я вел 9 часов эфира, когда еще я в другой стране жил. И как бы, ну, как-то позволяло мне, потому что электричество рядом, все, как бы, я вел 9 часов, блин, без остановки, так сказать, и целый эфир. Поэтому как бы от этого ничего не изменилось, понимаете? Эфир хоть 5 минут веди, хоть 9 часов веди, разницы никакой нету. Мы за 4 года ни хрена не сформировали. У нас нету никакого отряда общего. У нас нету каких-то движений, которые бы показывали бы, что вот Башкортостан с Татарстаном там создали какой-то общий какой-то отряд, там сделали что-то туда-сюда. А то, что говорят, что есть какие-то там всякие эти группировки какие-то там на Украине, это нас не касается. Я вам 1000 раз уже об этом говорил. Вот за эти 2 года, которые я веду активно вот этот, так сказать, общение в Ютубе, я вам постоянно говорю, это нас не касается. Принципиальная наша задача собрать из нашего общества, так сказать, те, которые пришли к нам именно с нашего разговора, пришли к нам, присоединились в наш путь именно вместе с нами. Вот их мы ждем. 30-50, как говорится, этот возраст должен быть. 30-50. Молодняк нам не нужен. Молодняк так и так у меня там очень много кто топит за независимость Татарстана и Башкортостана. Но с молодняком, я еще раз повторю, мы не хотим идти никуда, потому что уничтожать молодых, как на Украине, там, как сейчас там русня убивает всех подряд, даже призывников, которые там на год или на 2, сейчас сколько я не помню, призываются. Поэтому мы не должны как бы такие действия делать, ну, так сказать, ненормальные действия. Дайте-ка чуть-чуть подниму телефон, а то этот он вниз смотрит, я тоже смотрю вниз, а то больно. Вот, поэтому, надеюсь, меня нормально слышно, да? Поэтому хотелось бы сделать упор именно вот в этом году, 26-й год, как говорится, конкретно собраться всем, которые топят против Москвы, решить нам, как действовать дальше. Я разные моменты предлагаю. Создать, как говорится, общую группу, которая будет каждый раз выходить, как говорится, на вот эти, так сказать, можно сказать, дебаты, можно сказать, вот эти разговоры, вот эти дела, чтобы мы могли конкретно решать те или иные проблемы. Насчет того, что мы вместе уже как бы целые, ну, так сказать, можно сказать, диаспора, можно сказать, вот целый вот этот, который идет против Москвы, народ должен выходить на эфиры и вместе в данный момент пока хотя бы решать, как дальше быть. А не так, что каждый из своего уголка что-то говорит, а толка никакого нету. Никто не решается создать что-то. Там башкортлар сами по себе, татары сами по себе, как у нас говорят, харбірсі өзіне юрғанын өзіне тартырға ойлайды. Но это же не дело. Понимаете? Бізге керек бірләшірге. Бірден боларға керек. Бізге нешіктер бірге ішлерге керек. И вот сегодня, что ли, я еще увидел Аиду Абдрахманову, что-то я увидел, как бы ее такой интересный призыв. Яңа ел белән туда-сюда. Самое главное в хиджабе меня убило, самое главное, что она говорит, яңа ел белән туганлар ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да какой яңа ел? Что за фигня? Я не могу понять вообще людей. Вообще какой-то странный какой-то
этот поздравление от него было, блин, нафига нам Галнаил и нафига нам это вообще вот эта вся дичь нужна. У нас речь идет о том, что мы идем на независимость Башкортостана с Татарстаном или как? Каждый несет какую-то дичь и не может понять, зачем он вообще это говорит, блин. Поэтому, если мы идем, значит, получается, против московского, так сказать, вот этого, ну, так сказать, сборища вот этих уродов, то мы, значит, должны идти конкретно, как будто бы дверь открыли, жестко будет откуда-то холодом. Сквозит, короче. Поэтому я считаю, что самое, как говорится, уже если уж поздно, чем никогда, время, наверное, собраться нам всем и решить, наверное, какую организацию и что мы дальше будем делать в этой Европе, там, Америке и так далее. И что мы будем конкретно просить у тех, как мне на днях, ну вот в Ютубе или где-то написали, тебе, говорит, платят, да, говорит, сколько тебе платят туда-сюда. Мне ничего не платят. Мне ничего никто не платит, так что, блин, можете, как говорится, быть спокойны, мне это ничего не надо. Так что вот так, как-то так. Поэтому, исходя от этого, сейчас, секунду. Что-то я поставлю-ка вот так пока. Тут что-то подуло конкретно. Сейчас, секунду, закрою здесь. Так, извиняемся. Да жестко что-то похолодало. Открыли дверь в коридоре и жестко, короче, холодно стало. И вот. Идем дальше тогда. Перейдем уж более каким-то странным новостям. Где что найдем, покопаемся. Поговорим. Так. Так. Ну, всякая дичь. Вот, короче, ВКонтакте какой-то этот. Блин, как так не зайдешь с этого телефона? Ладно. Окей, сейчас я закину его. Закину сейчас другой телефон, на что там зайдем. Так.
Ну, тут что-то общее, больно сильно общие. В Куштау-Байраме больно общие новости, пока потом можно его почитать. Давайте почитаем вот. Вот, по Башкортостану. Последняя новость закинута вот недавно только. Белорецкий металлургический комбинат, входящий в группу Мечел, теперь банкрот, как и вся корпорация. Война дорожает, экономика валится целыми отраслями. Вот, давайте почитаем. Мечел и Улк банкроты. Государству придется их спасать одним из первых. Лидеры металлургической и лесопромышленной отрасли обратились за государственной поддержкой. Теперь профильная подкомиссия будет принимать решения после изучения дополнительных материалов, следует из сообщения Минфина. Будет произведена оценка потребностей в мерах господдержки Челябинского металлургического комбината и группы компаний, занимающихся заготовкой и глубокой переработкой древесины в Архангельской области, сказано в сообщении ведомства. Это как этот, что ли, Иван Дулин, который, блядь, в красных штанах, блядь, который, блядь, в металлургическом, блядь, комбинате постоянно, он, блядь, работал. У обеих зомби-компаний сотни миллиардов рублей долгов и рухнувшая из-за потери европейских рынков выручка. Наступившая в стране рецессия добивает целый отрасль, поэтому в 2026 году правительству придется спасать примерно всех, а денег для этого нет уже ни в ФНБ, ни в бюджете. Ну, жопа конкретная, это как бы понятно уже дураку, мы постоянно об этом вам и говорили до этого, что когда вот эта война будет заканчиваться, будут все возвращаться, куда-то будут возвращаться, куда будут они возвращаться, хрен знает, у разбитого корыта, блядь. Будут возвращаться в какую-то хрень. После этого в Башкортостане, в Татарстане начнется конкретно какой-то хаос, потому что денег-то и не будет, а это весь вот этот, так сказать, гопники, так сказать, будут возвращаться домой. После этого что можно ожидать, блядь? Ни хрена, ничего, блядь. И они будут куда-то щемиться, блядь, на север, блядь, куда, хрен знает, где, блядь, услышат бабки, что будут платить, туда они будут бежать, блядь. И полная дичь будет происходить. Поэтому я еще добавлял, еще когда-то половина из них уйдет или останется в Вагнере, в этом ебучем Вагнере, или там еще какой-нибудь придумают, там Загнер, Вагнер, блядь, Хуягнер, блядь, вот из этой херни, и в эту херню они, как говорится, будут ехать, блядь, вот как мои соседи, допустим, африканцы и так далее, и долбить их страны, там, Мали, там, Буркина-Фасо и так далее, как всегда я повторяюсь. Вот эти действия будут происходить в этой пидорасии, потому что народ, который вернется, как говорится, который убивал украинцев, вернется домой, и он будет искать, блядь, где что, блядь, где работать, там, туда-сюда, который держал в руках автомат, он же явно не пойдет, блядь, лопату держать, он скажет, нахуй надо, блядь, мне там 200 тысяч платили, и я лучше пойду нахрен убивать, блядь, и все, и таким образом они пойдут, блядь, спасибо большое. Пойдут, короче, как говорится, идти, ну, в любую какую-то организацию, которая будет, блядь, куролесить, нахуй, по всему миру, блядь, и в этой мировой, блядь, так сказать, захвате, блядь, чужих земель, там, ну, всякой херне будут участвовать. Вот я так считаю, блядь, потому что башкирты и татары в данный момент, сейчас, да, ведь они уже как бы, которые остаются живыми, так сказать, не все же там подохнут, эти манкурты, останутся в живых, они будут возвращаться именно вот таким образом. И даже если они останутся, не пойдут на войну, даже не пойдут военными, окей, они даже останутся дома, ну, давайте так решим, да, это для нас, как говорится, вам, ну, как сказать, блядь, звоночек будет тому, что будет, блядь, происходить беспределы, блядь, беспределы всякого, блядь, характера, там, блядь, убийства, насилие, грабежи, блядь, ну, какой херню будут страдать они, ну, потому что надо же семью кормить и так далее, блядь, они же как бы сейчас домой отправляют, блядь, они думаете, что копят эти деньги? Нихуя они не копят, они сейчас живут на широкую ногу, блядь, они все транжирят по жесткому, блядь, транжирят, бабки тратят по-страшному, блядь, вот таким образом они и живут, блядь, сейчас. Поэтому и цены-то и выросли. Поэтому вот цены растут на продукты, на всю жрачку, блядь. Потом кто-то там пишет, из других стран тоже выросли у нас, говорит, да у всех выросли.
У всех выросли. Не в этом суть, выросли они или не выросли. То, что зарплата просто огромная, поэтому кажется, что выросли, блядь, нахуй. А на самом деле, нахуй, потом, когда у вас спустится зарплата на как минимум, как раньше было 25-30 тысяч по Башкортостану, вот тогда вы будете охуевать. Ну, конечно, эта зарплата и до сих пор сейчас такая же, блядь. Она как бы не изменилась. Но те, которые не касаются армии, они получают вот эту мизерную зарплату. Вот примерно так. Извиняюсь, у меня шмыгают пипец, короче. Вот это уже чуть-чуть продуло. Вот. Они, блядь, открыли и там, и тут, короче, коридоры открыли, улицу, блядь, с улицы пиздец, хуярит, холод, блядь. Все-таки это уже как бы не лето, блядь, а зима гребаная. Вот. Из-за этого мы, как, я не знаю, блядь, как это будет, блядь, доходить людям, если мы кукарекуем, грубо говоря, блядь, с каждого своего эфира. Поэтому я и говорю, блядь, если мы объединим эфиры, и у нас будет, знаете, как-то, блядь, человек, который будет, наверное, как бы продвигать, что ли, или там, когда мы объединимся, блядь, оно само по себе продвинется. Обычно вот эфиры, я считаю, вот я уже как бы 2 года в этой эфирной среде, кто продвигает эфиры? Продвигает эфиры не Башкортостан с Татарстаном. Вы как бы не будьте такими, блядь, наивными, блядь. Башкортостан с Татарстаном нихуя нам ничего не продвигает. Они в зомбоящики смотрят, они хуйню страдают, блядь. А у них нету никакого продвижения. Нас продвигает только Казахстан. И в один момент, когда что-то там четко говоришь, продвигает Украина. Казахстан и Украина продвигает. Вот и все. Больше нихуя никто не продвигает. И иногда, когда я рот открываю про Узбекистан, узбеки начинают продвигать мой эфир. А так ни хрена никто не продвигает. Имейте в виду, кроме Казахстана, никому нахуй наша независимость не нужна. Поэтому вы должны понимать, наши эфиры продвигаются чисто по физическому просмотру казахстанцев. Вот казахи, братья наши, смотрят, они продвигают между собой. Дурсулядың, туда-сюда, короче, что-то лайкают, что-то не лайкают, и таким образом ты продвигаешься. И у Габасова, и у Айсина, у всех, блядь, у всех. Вы не думайте, что кто-то нас продвигает, ни хрена. Но есть, конечно, есть вспомогательные моменты, когда они уже, наверное, доплачивают что-то, блядь, там, могут оплатить какую-то хрень, чтобы пошло просмотры и так далее. А я ничего такого не делаю. У меня миллион каналов уже, блядь, грубо говоря, заблокировалось нахрен. Я постоянно открываю новый канал. Я не успеваю, блядь, открывать новый канал, блядь, постоянно блокировка идет. Мне всего лишь нужно на один канал набирать 50 человек, чтобы мог выйти на эфир. И то эти 50 человек даже я набрать не могу. Вот таким образом, как говорится, я потихоньку один канал закроется, на другой перехожу. Вот таким образом у меня идет. Поэтому у меня нету такого миллионного просмотра, там, продвижения и так далее. И исходя от этого, как говорится, мои слова не доходят внутрь Башкортостана с Татарстаном. Оно остается где-то там, внутри интернета. Вот и все. Не знаю, это когда-нибудь оно куда-нибудь выйдет или нет, я даже не знаю. Поэтому, исходя от этого, я предлагаю, чтобы мы объединились все вместе не из-за того, что там эфиры, чтобы видели там и так далее, а из-за того, чтобы у нас уже складывалось уже конкретное одно мнение, а не распыление мнений. У нас идет распыление мнений. Да хрена, кто что говорит, потом я должен отсюда говорить, вот Руслан вот так сказал, нахуй он так сказал, Айсен вот так сказал, нахуй он так сказал. Вот этого я не хочу. Этого я уже устал, блядь, постоянно это твердить своим подписчикам и так далее, в телеграм-каналах у меня и так далее. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что нам нужно объединиться чисто для того, чтобы уничтожить Москву. Нам больше нахрен ничего не надо, это, блядь. От этого я не хочу ничего иметь, блядь, ничего. Я хочу просто иметь свободу. Мне нужна свобода. Свобода дороже всего. Дороже всего. Почему? Потому что я вам объясню в своих примерах. За это лето, блядь, я прошмонался, грубо говоря, пол Европы, блядь. От Лиссабона, блядь, до Нидерландов, блядь. Представьте, да, блядь, из того низа, блядь, прошмонался, блядь, до Нидерландов. Исходя от этого, блядь, мне это что-то подзаебало конкретно, блядь, вот это туда-сюда, блядь, кого только не видел. Таким же образом и украинцы, блядь, слоняются в каждой стране, блядь, то туда поедут, то сюда поедут, потому что
Там не приняли, тут не приняли, блядь. Вот это, блядь, заебало. Вы что думаете, мы играем, ходим, что ли, блядь? Как думаете, блядь, украинцам, блядь, куда возвращаться, блядь? Пол Украины разъебана. Куда они будут возвращаться, эти украинцы? Поэтому они и живут везде, блядь. Кого только не видел. Где только не живут, где мы только не жили сами. Поэтому вот эта хрень, блядь, уже реально уже надоела, блядь. Надоело к чему? Потому что мы не делаем каких-то конкретных действий. И то ли, блядь, у Украины как бы не получается ёбнуть по Москве, то мы, блядь, спим. Понимаете? Все в каком-то контексте получается одно говно, блядь. Понимаете, блядь? А люди умирают. Люди с двух сторон умирают, блядь. А мы просто сидим, блядь, говорим, блядь, мимо ушей все проходят. Да. А так оно не делается, поймите. Оно делается только через организации, которые могут услышать наше движение. А не так, что вот мы ждем Турцию. Какую вы Турцию ждете? Какую вы Турцию ждете, извиняюсь? Какую вы Турцию ждете? Они ждут еще от кого-то. Да, во все двери надо стучаться, во все, блядь, инстанции надо стучаться, блядь. Создать одну огромную организацию, которая будет, блядь, за уничтожение Москвы. Они также, они говорят, мы за распад России. Да нахуй, что за эта организация, блядь, нахуй? Это не организация, это какой-то дичь, короче. Надо конкретно говорить, мы за уничтожение, блядь, Москвы, блядь, а не распад России. Распад России, он само собой будет, блядь, если мы уничтожим Москву. И всегда я повторяюсь говорить, блядь, поймите одну вещь, блядь, над нами нет хозяев. Ни над чеченцами, ни над башкортами, ни над алтайцами, там, марийцами, чувашами, украинцами. Нет хозяев. У нас нет хозяев, поймите, блядь. Вы не рабы. Вот эту хрень, если вы вот эти невидимые кандалы сбросите со своих ебучих мозгов, блядь, вы, может, только тогда поймете, что у нас нет хозяев, блядь. Вот у меня нет хозяина, альхамдулилля. У меня есть один создатель, у меня есть только. Аллах Та'алям есть создатель у меня. Все, по-другому у меня нет хозяина. У меня, да, были хозяева, когда отец жив был, он был моим хозяином. Да, так можно сказать, да, родители были, да, отец жив был. Сейчас мать, сестра, как бы, да, но мы уже выросли, уже как бы мы сами себе хозяева. Получается, знаешь, мы за свою жопу должны начать уже отвечать, блядь. Если мы хотим, блядь, независимый Башкортостан с Татарстаном, мы что, блядь, у кого что просим, блядь? У нас нет хозяев, вы что просите? Мы можем только организоваться вместе, чтобы нас, как говорится, приняли туды-сюды, короче, куда нам нужно. И попросить, блядь, бабла, оружие, нахуй, и ёбнуть по Москве. И всегда я говорю, если украинцам не дают ёбнуть, блядь, я вам 2 года уже долблю об этом. Сколько я, блядь, тиктоки меня блокировали за это, блядь. Сколько ютубов меня заблокировали, блядь. Я говорю 1000 раз, блядь. Украинцам говорю, блядь, всем говорю, всем это относится. Не можете ёбнуть, дайте нам ёбнуть. Понимаете, нам ёбнуть дайте, блядь. Почему вы не можете? Мы-то можем. Мы россияне, и мы право, 1000 прав имеем ёбнуть по Москве, блядь. Потому что Москва захватила нас 500 лет назад. Так что 500 лет, нахуй, у нас есть каст. Каст — это месть. Месть за 500 лет рабства, блядь. А вы 4 года всего лишь пытаетесь вырваться из этого дерьма. 4 года всего лишь. А мы 500 лет, нахуй, рабы, блядь. Вы не можете понять, 500 лет рабы мы. Вы были украинцы свободные. К вам пришли недавно, 4 года назад. Вы были свободные. Как хотели, жили, кайфовали по Европе, шароебились, блядь. Вы недавно только, как говорится, идете к захвату. А мы 500 лет внутри живем, блядь. Башкортостан, Чечня, Дагестан. Все, 500 лет живет. Вы должны это понять. Вы должны услышать нас. Нам надо место, блядь. Откуда ёбнуть по Москве? Я 1000 раз это и казахам говорю. Казахстан, Куандыкский коридор. Нам нужен коридор куда-то. Нам нужна земля. Откуда мы ёбнем по Москве? Чтобы вам ничего не было. Поэтому нам нужна нейтральная какая-то территория, откуда мы будем хуярить по Москве. Вот в чем прикол, блядь. А вы пока будете по пизде ладошки ходить, вы ничего, нихуя, блядь, не закончится это дерьмо, блядь. Может, еще 4 года будет идти это не закончится.
Вот такая хуйня. Поэтому я считаю, что самое главное здесь, самое главное в этой дерьмовой обстановке, блядь, надо объединяться. Вот объединяться всем. Разницы нету какой то нации. Чуваши, там, марийцы, башкиры, украинцы, я не знаю, донские казаки, чеченцы, все. Всем объединиться. Не надо, блядь, мельтешить, блядь, вот так, блядь, и говорить, я сейчас сделаю, блядь. Вы ничего не сделаете. Сделаем мы вместе. Вместе мы сделаем. Я вижу, вот Facebook постоянно тоже ищу, как бы сейчас я ищу работу, блядь, в новой стране, ищу работу, мне работа нужна. Как говорится, я не могу сидеть сложа руки, блядь. И в итоге, короче, попадаются всякие такие люди, чеченцы вроде, дагестанские какие-то, в Фейсбуке всякие движения я вижу. Вот они тоже как бы какие-то движения создали, но у них нету ни конца, ни начала. У них есть какие-то разговоры об этом, но ничего нету, действия нету. Понимаете, нам нужны действия, нам не нужны вот эти спящие режимы, блядь, спящие ячейки, как говорят, да, нам не надо это, нам нужна конкретная система, которая даст нам продвинуться в Европейском Союзе и в американском, блядь, энштемпельменте, или как это называется, блядь, вот это дерьмо, блядь, ебучее. Вот там, блядь, понимаете, продвинуть нашу, так сказать, бумажку, которую вытереть какашку, грубо говоря. Вот эту сраную бумагу надо продвинуть, им тыкнуть в лицо, сказать нахуй. Так, вы помогаете нам или нет, нахуй, разъебать Москву? Вот и все. Трампа нахуй вообще послать, блядь. Трампа вообще, блядь, хуй не вставлять вообще его, блядь, пидораса, блядь. Трамп вообще нам нахуй не нужен, блядь. Разговаривать нужно с теми, которые заинтересованы уничтожить Москву и построить новую цивилизацию под названием независимые государства. И каждое независимое государство будет сам потом решать свой, как ВВП, хуеп, блядь, вот эти все экономические свои действия с недрами, блядь, сам будет решать тет-а-тет с Европой. Не нужен нам, блядь, московское, блядь, дерьмо, которое будет управлять нами, и он решать будет за нас, блядь. Нахуя, что мы, у нас мозгов нет, что ли, решить, что ли? Понимаете? Вот поэтому, как бы, мы должны конкретно это понимать. Вот, допустим, если даже брать обычных своих каких-то родственников, даже родственников просто, если возьмем, что у нас нету в родственниках каких-то финансистов, экономистов. У нас нет, что ли, таких? Да дохуя и больше. У нас нет людей, которые обучались по 5 лет нахуй, башкирский университет заканчивали, аграрные и так далее, дохуя и больше. Понимаете? У нас, как говорится, белен, до хрена людей, которые обучались и знают, блядь, и голова у них на плечах, и на месте, они не долбоебы. У нас до хрена таких, поэтому мы в Москве не нуждаемся. Нам Москва нахрен не сдалась, потому что, блядь, Москва, как говорится, это так сказать, блядь, какой-то, типа, можно сказать, сравнить, да, такой огромный кошелек, в которую, блядь, все стекает, блядь, а потом оттуда, получается, идут какие-то действия, нахуй, с другим миром, блядь. А мы просто сидим, ждем, блядь, когда же, блядь, с этого кошелька нам капнет, блядь, что-нибудь, блядь. Нихуя ничего не капает. Разъебанные дороги, все разъебано, блядь. Дома разъебанные, все разъебано, блядь. Сегодня только вот какой-то еще, блядь, маленький эпизодик смотрел, разъеба, блядь. Люди, блядь, везде это уже рекламируется, везде в Ютубе идет. Люди, блядь, просят разваленный свой барак, 3- или 5-этажный барак где-то, блядь, в этой пидорасии где-то. Он все разъебет, там люди живут и просят, дайте нам жилье. В богатейшей стране, блядь, дайте нам жилье, говорит, ебанутые люди. Это, знаете, вот самое интересное, это ведь регион. И мы не знаем, кто это просит, блядь, русская она, чувашка, я не знаю, их же, блядь, надо различить еще, ебта, кто они по нации, блядь. Там же все вот так перемешано, пиздец, блядь. Где кто живет, неизвестно, блядь. Имена как будто русские, сами, блядь, по роже, хуй поймешь, на бурятов похожи, или там, наоборот, блядь, похожи, хер знает на кого, блядь. И исходя от этого, блядь, мы даже сейчас всех, если начнем проверять, мы заебемся проверять, блядь. Поэтому, получается, можем только одно сказать, блядь, нахуй. Вот из этой пидорасии народ, блядь,
живет, блядь, в дичайшей, блядь, бедности, нахуй. Не отличаетесь вы от Африки. Я вам скажу, блядь, в Африке, я считаю, блядь, есть у людей хотя бы дома, блядь. Что-то есть у них, блядь. А у нас даже этого нету, блядь. Газ, все есть, нахуй, а у нас все разъебано, блядь. Там, ладно, холода нету. У них классно. А у нас же, блядь, зима, блядь. 4 сезона, блядь. А у нас, блядь, все течет, блядь, все разъебано, все это, блядь. И не нужно говорить, что это не относится Башкортостан с Татарстаном. Оно относится к Тюмени, оно относится к другим каким-то регионам. Разницы нету. Разницы нету. Они тоже, как говорится, люди. Если уж мы вместе, как говорится, жили и вместе воевали везде, блядь, значит, нужно поддерживать всех вместе. А не так, что один в говне, блядь, а другой в золоте, блядь, золотыми унитазами стрет, блядь. Поэтому у нас принцип, знаете, какой, блядь, вот СССР, да, вот осталось вот это, блядь, не наебешь, не проживешь, блядь. И в этой системе пытаемся мы дальше жить, блядь, где у нас нету, блядь, контроля над совестью. Какая совесть, нахуй, да? У нас какая может быть совесть, блядь? У нас нет совести, блядь. Все, блядь, озадачены, блядь, лишь бы у меня было, нахрен, блядь. Если помните, я вам рассказывал в ютубах, блядь, извиняюсь, в ютубах рассказывал такую хрень. Бедные времена, до войны, что ли, что такое. Или во время войны, короче. Короче говоря, моего деда, который в Отечественной войне шел башкирской артиллерии, вот этой лошадьми, блядь, конницей, шел, блядь, на сторону, как говорится, немца. В их семье, в нашей семье, получается, происходит такой казус. Сестренку, моего деда, родную сестренку, мою бабушку, так сказать, можно сказать, да? Тетя-бабушка. Вот эту тетю-бабушку мою сажают, блядь, то ли на 8 лет сажают. Ей лет 18, наверное. Может, меньше, я не знаю, но 18 и плюс 8. 26, да, получается? Ну вот, говорит, на 6-8 лет сажают за то, что она украла вот так жменьку зерна в карман. И его стуканул тамошний какой-то хуй в деревне, чтобы получить какие-то лычки, вот эти манкуртское движение. Он бы мог сказать, что я не видел. Че, блядь, меньше станешь, что ли? Она просто взяла, чтобы накормить гусей там или что-то там домой. Чуть-чуть. И за это 8 лет дали, блядь. При ебучем Сталине, блядь. 8 лет, понимаете? Вот в этой стране, блядь, сука, башкортлар, татарлар, блядь. Я вам говорю, в этой стране вам, сука, блядь, нравится жить, что ли, а? Вам нравится жить здесь? Крымским татарам говорю. Вам нравится в этой ебучей стране жить? На днях только крымские татары в Евпатории выебали, грубо говоря, блядь, в мечети. Собрали мечеть и запечатали Евпаторийскую мечеть. Я говорил на днях, в Ютубе начинал этот ютубский эфир эта новость прилетела мне. Это просто дурдом, блядь. Отправка чеченцев в Казахстан. Крымских татар отправка. Всех других тоже. Голодоморы, блядь. Вы, блядь, сука, вы когда хотите просыпаться, блядь? Вы что думаете, блядь? Это все забыли вы? Вы хотите просто сказать, это было раньше, а сейчас все нормально. Вы что, значит, получается, до такой степени такие, блядь, типа, добродушные, что ли? Узкому народу, блядь, вот этому пидорасическому, нахуй, движению, которое собралось там шайка гондонов. Вы объясните мне вот этот момент, блядь. Вы думаете, что... Тем самым вы думаете, блядь, вы как бы не моя хата с краю, блядь, и все, блядь. Нет, поймите, блядь, если вы так думаете, вы для нас конкретно, блядь, манкурты. Вы для нас манкурты, мы-то не будем так думать. Мы явно так не думаем, блядь. Мы идем мстить, блядь, за то, что, блядь, вот такие, как вы, гондоны, блядь, творили и даже в прошлом такие движения. Сдавали друг друга, пиздолизы, жопализы, блядь. Вот такие, блядь, мы будем ебать по полной программе. По-другому никак.
И вы считаете, что каждый вот этот процесс, который пройденный этап жизни, будет такой, ну, такой простенький, как будто бы вот как сейчас, в течение 25 лет, блядь, мы как будто бы вы же живете в раю, блядь, с путинасосом. И вы думаете, все нормально живете? Нет, это ненормально. Это для вас это как бы нормально, а для нас это ненормально. Это просто забить, как говорится, грубо говоря, член на все. Позор, блядь, башкиртам, татарам и другим нациям, которые не помнят свою идентичность, блядь. Вы даже свой язык білмейсіз, блядь, куттағанда. Өзіңіздің тіліні, блядь, нахуй, нормально сөйлей білмейсіз, блядь. Өзіңіздің тілді, блядь, бір оза да білмейсіз, блядь, сөйлеше да білмейсіз. Ішлетмейсіз, блядь, куттағында ішлетмейсіз сіз, блядь. За все время я говорю и Габбасову, и Айсину. Габбасов с Айсином тоже ни разу не повели эфир на татарском. Вот об этом тоже хочется поговорить. Какой из вас кто-нибудь вел эфир полностью на татарском языке? Или там на башкирском языке? Никто. Сіздің бит даже тілігіз әйләнмей біздің тілге. Нәрсеге мен мына қошып сөйлеймін. Мен принципиально қошып сөйлеймін. Чүнки менде бәлкім, если дұрысын айтсам, татар тілі үйде ішлетілгеш, менге татар тілінде сөйлешерге рахат. Өзбек тілі ішлетілгеш, өзбекшем гапыра ораман. Farqi yo'q menga. Har xil tilda gapiraman, kerak bo'lsa Allohning bergan tillarda gapiraman. Если бы я знал бы еще хорошие другие какие-то языки, тоже, может, и на нем говорил бы. Но, увы, знаю только вот эти 3-4 языка, которых я могу полноценно говорить. Английский не могу толком хорошо говорить. Немецкий забыл уже, и норвежский забыл. Французский я нахуй не учил даже. Парли франце, и все. Поэтому вы должны понимать, что ценность языка, даже вот сейчас для вас это пример. Украинцы, которые в жизни не говорили на своем баче, начали бачить. На своем украинском начали шпрехать. Понимаете? А мы что? Мы что, блядь, всю жизнь жили с бабушками, с дедушками и не можем говорить на своем татарском, башкирском языке. Слышите, даже вот они на своем языке говорят. Соседи мои говорят на своем языке. Видите? Красиво говорят на своем языке. Шундыхаль, дуслар. Поэтому как бы такая ситуация. Men ham shunday yomon ko'rib qo'yganman. Men ham TikTokda efirdaman. Шундыхаль, дуслар. Поэтому сейчас, наверное, здесь что-то в этом эфире, в этом канале у меня мало людей. Наверное, может, я переключусь на другой канал, посмотрим. И может на YouTube, выйду, посмотрим, подумаю. Если сейчас я смогу эту тему решить, может и на YouTube, и на TikTok сделаем. Сейчас я попробую установить на другой телефон TikTok, если я смогу его установить, конечно. А то он не встает. Обычно TikTok не встает туда. Тупит, так сказать. Вот. Шундыхаль, сейчас, наверное, я переключусь на другой свой, где 10 тысяч подписчиков, туда переключусь. Еще, кто здесь был, заходите туда. Сейчас я выйду, увидите меня, найдете. Это пока остановлю, потому что я его потом, может, скачаю, этот эфир. Попробую скачать я его. Потому что, когда я долго веду, я не могу его скачать. Поэтому будем прерывать, и по часику там будем
скачивать, потому что мне надо закачивать эти YouTube-каналы, потому что у меня ТикТок в Башкортостане, ну, сами понимаете, в пидорасии не работает ТикТок, поэтому для них нужно YouTube. Так что вот так. Будьте здоровы всем. Салам алейкум. На связи. Спасибо. Ой, дубак. Так, завершить.